С сегодняшнего дня в столице ученики 4 параллельных школ Бишкека вернулись к традиционной форме обучения. На данный момент в офлайн формате учатся ученики 1, 5, 9 и 11 классов. Процесс был возобновлен с соблюдением всех санитарных норм, алгоритмов, утвержденных двумя министерствами – образования и здравоохранения. Начать учебный процесс мы сделали дезинфицирующие мероприятия. С 12 января во всех 97 школах были проведены эти дезинфицирующие мероприятия. Конечно, с помощью мэрии города Бишкек были закуплены средства индивидуальной защиты, все тепловизоры, санитайзеры, маски, вот эти коврики, да, и другие средства. Но эти были по школам распределены. Сегодня все школы обеспечены этими средствами. Директор школы-гимназии номер 13 рассказала, что на территорию учебного заведения ученики, включая родителей, заходят только после проверки температуры тела. Детей начальной школы учителя встречают на улице, чтобы обеспечить соблюдение физической дистанции при входе. По ее словам, сегодня достаточно большое количество детей пришли в школу. Помимо этого, параллельно ведется и дистанционное обучение. Параллельно ведется онлайн. Те параллели, которые не вышли, это 2, 3, 4 классы, 6, 7, 8 и 10. Те дети, которые параллели вот у нас сегодня вышли, но остались дети, параллельно также сейчас ведется дистанционное обучение. Отметим, что классы поделены на 2 подгруппы, составлено специальное расписание. Кроме того, если кто-то из родителей не хочет, чтобы ребенок ходил в школу, он может продолжить учиться онлайн. Те дети, которые решили заниматься дома, они занимаются пока офлайн. Но в основном дети вышли в реальный режим. Где-то, если в классах у нас бывает 30-35 учеников в старшей школе, ну где-то 80-90% вышли на учебу. Присутствуют на занятиях. Родители предупредили, что у каждого ребенка должно быть по 2 маски. Одну они снимут при входе в учебный класс, а вторую наденут во время занятий. Уроки проходят по 20 минут, 3-4 занятия в день. Каждая перемена составляет по 10 минут, чтобы успеть сделать влажную уборку в классах и проветрить помещение. В классах ребята сидят по группам, 1 группа и 2 группа. Также в классе есть специальный уголок здоровья, где находятся маски, где есть антисептики. Ребята все на уроках в масках, у всех ребят антисептики. Помимо этого, еще у каждого ребенка дополнительные маски есть. При выходе из кабинета в столовую, в туалет ребята пользуются антисептиками и салфетками. По словам родителей учеников, обучение в офлайн-режиме намного интереснее и полезнее, так как в онлайн-режиме качество образования снижается в разы. Обучение в школе оно лучше, чем онлайн. Все-таки ребенок ходит, ознакомливается. Тем более 5 класс – это новые уроки, новый кабинет, новый блок школьный. И школа все-таки есть школа. Мы за обучение в школе, нежели онлайн. В каждой школе закреплен врач, медсестра и дежурный администратор. Они контролируют самочувствие каждого ребенка и записывают данные в специальный журнал. Возле входа в школу после проверки температуры и обработки рук антисептиком учеников отправляют по кабинетам. Стоит отметить, из-за распространения коронавируса школы Кыргызской Республики в марте 2020 года были закрыты для учеников на карантин, и обучение проводилось в дистанционном режиме. В таком же формате оно продолжилось и в новом 2020-2021 учебном году. С 1 сентября школы посещали только ученики 1 классов. Но во время октябрьских событий их также перевели на дистанционное обучение. Местные власти самостоятельно принимали решение о возобновлении обучения в школах. Мэрия Бишкека с учетом эпидемиологической ситуации в столице школы открывать не стала. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.